Привет, меня зовут Даяна, и я являюсь частью одной большой команды, которая называется «Молодежь за ценности парламентской демократии». Наша команда – это не просто молодые люди, которые умеют и хотят мыслить во благо нашего общества, а главное – это ребята, которые на протяжении года воплощают в жизнь самые разные идеи, научились говорить о проблемах общества так, чтобы нас не только слушали, но и с нами советовались. Впереди у нас очень много большой работы, и мы верим, что ради достижения наших целей у нас все получится. А наша цель – это достижение активной вовлеченности региональной молодежи в процесс принятия решений через создание устойчивых механизмов взаимодействия с парламентом страны. Итак, что мы успели сделать за это время? Мы создали уникальную платформу для молодежи, с помощью которой они говорят о проблемах общества, поднимают самые наболевшие и острые вопросы с помощью телевизионной передачи «Ачхталку». А это суперское ток-шоу, каждый желающий может высказать свою позицию и внести вклад в разрешение того или иного вопроса. Кроме того, с помощью «Акцента» это специально разработанный медиапродукт или, попросту говоря, короткий информационно-просветительский ролик. Мы объясняем ценности демократии, значение тех или иных законов и об особенностях Конституции не только нашей страны, но и говорим о мировом опыте построения демократического общества. Все наши работы мы продвигаем через социальные сети. Каждый день тысячи людей смотрят, читают и слушают нас на страничках Фейсбука, Инстаграма, Одноклассниках. И кроме того, мы есть на Ютубе. Не говоря о телевизионном вещании, на региональных телеканалах наши зрители смотрят передачи «Ачхталку», «Акцент», «Адиль Сөз». Судя по комментариям, темы, которые мы поднимаем, интересны не только для молодежи, но и для более старшего поколения. А также мы тесно работаем и с молодежью, живущей в дальних районах юга страны, которые также горят желанием изучать основы парламентаризма. Так, в рамках проекта мы побывали в Джалабадской и Баткенской областях, в отдаленных селах Ошской области, где рассказывали ребятам о ценностях парламентской демократии. Еще члены молодежного парламента регулярно проводят опросы среди населения. Так, последний опрос касался деятельности городского кенеша города Ош. И самое интересное, что большая часть опрошенных просто не знает своих депутатов. Это может говорить только о двух вещах: или депутаты не работают, или же люди не замечают работу. Результаты опросов мы презентовали как на местном уровне, так и для депутатов Чугорку-Кенеша, которые, к слову говоря, сегодня работают еще над одним из наших предложений – плюсы и минусы баллонской системы образования. Наши молодые парламентарии участвовали в обсуждении этого вопроса в заседании в профильном комитете Чугорку-Кенеша Кыргызской Республики. Еще хочу отметить важное мероприятие, которое показал, насколько важен наш проект для молодежи юга страны. Это дебаты. Так, если в прошлом году в организованном нами дебатах участвовали 34 команд, то в этом году их стало 54. Это говорит, что наша молодежь не просто заинтересована, но и на деле болеет и хочет развить ценности парламентской демократии. Кстати, на этом турнире приняли участие ребята из отдаленных уголков юга страны. А еще мы провели серию незабываемых тренингов для участников школы молодых парламентариев, где наши ребята, во-первых, научились не только правильно и аргументированно говорить о своих проблемах, но и на практике разработали ряд предложений для депутатов как местного кенеша, так и главного законодательного органа страны Чугорку-Кенеша. И самое главное, общение с депутатами происходит не на расстоянии. Члены молодежного парламента провели несколько встреч в Чугорку-Кенеш. Кроме того, каждый раз, когда в южную столицу приезжают наши депутаты, они уже знают, что одним из пунктов встреч станет молодежный парламент города Ош. Кстати, у нас существует постоянная онлайн-связь с депутатами Чугорку-Кенеша. Мы постоянно переписываемся, советуемся с законотворцами страны. Табарман – не просто мобильная игра, настоящий квест для любителей приключений, истории своего края. Табарман – это настоящий клад для тех, кто хочет изучать новое, познавать неизведанное, и в то же время это мобильное приложение стало настоящим альманахом для тех, кто интересуется основами парламентаризма, хочет узнать, чем на самом деле должны заниматься депутаты, и как же принимаются те или иные законы, с помощью которых можно улучшить жизнь простых людей. И мы гордимся тем, что именно мы стали автором этой игры, которая уже нашла своих любителей среди молодежи юга страны. Ведь за проектный период в игре приняли участие 264 студента. Сейчас в эту игру играют более 300 человек. И это, мы верим, не предел. Для того, чтобы наше общество и каждый гражданин нашей страны знал и стремился к ценностям демократии, и чтобы наша молодежь стремилась познавать новое, а главное, не боялась говорить о минусах и, напротив, предлагала свои идеи, чтобы жизнь в нашей стране еще больше изменилась к лучшему. Мы готовы учиться и прилагать все усилия, чтобы в будущем построить демократический, развитый Кыргызстан. Мы, молодежь, за ценности парламентской демократии.